Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Офицерам в Туркменистане предлагают служить в своих регионах, чтобы остановить увольнение. Министр обороны Туркменистана Бигенч Гундагдыев решил попробовать применить в отношении офицеров армии пряник вместо привычного кнута, чтобы остановить массовые увольнения. Теперь военным, чье самовольное оставление части длится более полугода, предлагают перевестись в регион, откуда они родом, и там вернуться к службе. Однако мера не дала особого эффекта, потому что не решает главной проблемы офицеров материальной. Тем временем, на фоне войн сразу у двух соседей серьезных изменений в вооруженных силах Туркменистана пока не происходит. На днях министр Гундагдыев провел совещание с командирами частей по итогам первых 2 месяцев текущего года. Происходящие в Иране и Афганистане события особого внимания не получили, как и то, что в самом Туркменистане офицеры продолжают массово покидать службу и какие причины за этим стоят. Однако в конце встречи нескольким командирам все же удалось затронуть кадровый вопрос. Они попросили министра подписать рапорты на увольнение проблемных подчиненных. Похоже, эта тема сильно беспокоит и самого Гундагдыева, потому что в ответ он взорвался. Министр заявил, что не подпишет ни один рапорт, а удерживать подчиненных нужно любой ценой. Хоть в оружейке подчиненных закрывайте, но из армии не отпускайте. Приводит источник Туркмен Ньюс слова министра. Позже Гундагдыев, видимо, все-таки решил подойти к вопросу более рационально. Спустя несколько дней после совещания некоторые военные стали получать звонки из Минобороны с предложением льготы, перевода на службу в родной вилаят. Ранее как солдат, так и офицеров всегда направляли служить в другие регионы. Эта практика появилась еще в Советском Союзе. Считается, что в случае бунта люди с оружием в руках будут защищать власть, а не земляков. Теперь исключение решили сделать именно для тех, кто пытается добиться увольнения за самовольное оставление части. Мол, мы переведем вас поближе к родным, только вернитесь к службе. При этом некоторые офицеры не появляются в своих частях уже больше года. Примерно столько же Гундагдыев не подписывает рапорты об увольнении. Однако апелляции к землячеству оказалось недостаточно. По информации источника Туркмен Ньюс, желающих принять это предложение и вернуться к службе не нашлось. Зато число тех, кто хочет покинуть армию, продолжает расти. В ней они не видят для себя никаких перспектив. Остается нерешаемой и ключевая проблема – жилье, причем создал ее сам же Гундагдыев. 2 года назад он своим приказом отменил возможность офицеров приватизировать служебное жилье по выслуге лет и в других предусмотренных законом случаях. Отток из армии существовал и раньше, но после этого стал особенно массовым. Год назад Минобороны предложила военным приобретать новые квартиры за свой счет. Это преподнесли как некую привилегию, хотя фактически военнослужащие должны оплачивать 100% стоимости жилья, а впоследствии еще и не иметь возможности ее продать. Между тем, офицеры прекрасно понимают, поработав несколько лет за границей, например, в России, они смогут накопить и на солидный первоначальный взнос, и на собственное жилье, и на машину, и на будущее детей. Жилищный вопрос – самый болезненный, но далеко не единственный для военных. Они регулярно рассказывают как об общих проблемах с материальным обеспечением, так и о моральном упадке в армии, дедовщине и коррупции, которые затрагивают не только срочников, но и офицеров. Те, кому не удается уволиться, фактически просто дотягивают до пенсии. Мотивация и дисциплина в армии сейчас настолько низки, что любой приказ командира может стать для офицера последней каплей. После этого он кладет рапорт на стол и перестает выходить на службу. Речь идет не только о проблеме социальной защищенности военных, но и о безопасности всей страны. 27 февраля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф объявил о начале открытой войны с талибами, управляющими де-факто Афганистаном. С тех пор, по разным данным, общее число жертв с обеих сторон достигло от 95 до нескольких сотен человек, включая мирных жителей. Большинство гражданских погибших пришлось на соседний с Туркменистаном Афганистан. 28 февраля Израиль и США атаковали Иран, который в ответ наносит удары по Израилю и американским объектам в странах региона. В Иране число погибших среди мирных жителей достигло примерно 1300 человек. По информации источников Туркмен Ньюс, в различных родах войск единственные подразделения, где на фоне событий у соседей усилили работу, это части радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. В остальных подразделениях все остается без изменений, в том числе в вилаятах, граничащих с Ираном и Афганистаном. Даже возможные сценарии, при которых Туркменистан может пострадать случайно, к примеру, если на его территорию упадет шальная ракета или дрон, с военными не отрабатываются.
Не было никаких инструкций для военных, и после ударов США и Израиля по нефтехранилищам близ Тегерана, вследствие чего на север страны, в сторону Туркменистана, понесло опасные облачные массивы. Политика нейтралитета и дипломатия пока помогают Туркменистану удерживать конфликты, регулярно возникающие по соседству за пределами своих границ. Однако туркменские военные предупреждают, что крайне низкая боеспособность армии и отсутствие мотивации у личного состава не оставят стране ни единого шанса, если эти конфликты перейдут нашу линию границы. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.